В Таджикистан вернулись первые паломники. Талибы задержали боевиков, которые обстреляли территорию Узбекистана и Таджикистана. Жительница Спитаменского района, которую избили милиционеры, получила денежную компенсацию. США не оставят Ближний Восток Китаю и России. Накануне 17 июля после совершения обряда хадж из Саудовской Аравии в Таджикистан вернулась первая группа паломников. Как сообщил пресс-секретарь комитета по делам религии страны Авшим Мукин, в аэропорту города Душанбе паломников встречали их родные и близкие. Ранее, 20 июня, после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса, первая группа таджикских паломников отправилась в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. По данным Комитета по делам религии, всего в этом году в хадж поехало 3562 человека. В допандемийные годы в хадж выезжали до 6000 человек из Таджикистана. Стоимость хаджа в текущем году для одного паломника составляет 60 500 сомони или $5350. Спецподразделение талибов в Кундузе убило 3 и задержало 5 боевиков, подозреваемых в ракетном обстреле территории Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид в Твиттере. По словам Муджахида, убитые и задержанные – приверженцы исламского религиозно-политического течения хариджитов. Они базировались в уезде Имам-Сахиб в северной провинции Кундуз. При этом он утверждает, что задержанные боевики также обстреливали территорию Таджикистана, однако конкретной информации по этому поводу представитель талибов не привел. Ранее об обстреле территории Таджикистана не сообщалось. Сообщается, что у задержанных были изъяты автомобили, боеприпасы и оружие. В распространенном талибами видео задержанный говорит, что они обстреливали территорию 2 стран в рамках договоренности между фронтом сопротивления и ИГИЛ, которые и доставляли им боеприпасы для обстрела. 60-летняя жительница Спитаменского района Элобат Агаликова, которая пожаловалась на то, что в День национального единства ее задержали и избили сотрудники милиции, получила денежную помощь. Ранее она сообщила, что ее не пустили на официальные торжества в районном доме культуры по случаю праздника и избили в отделении милиции. Сотрудники милиции же обвиняют ее в неповиновении их требованиям. Агаликова, которая на прошлой неделе находилась на госпитализации, выписана из больницы. После ее жалоб на действия сотрудников милиции ей помогли материально. Заместитель начальника МВД Спитаменского района Хайдар Шарифзода дал 2500 сомони на лекарства и лечение. Но никто не пришел и не попросил прощения за то, что так со мной обошлись, сказала Элобат Агаликова. В Таджикистане граждане редко получают компенсацию от властей. США не перестанут активно присутствовать на Ближнем Востоке, чтобы не допустить доминирования в регионе России, Китая и Ирана. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления на саммите лидеров Персидского залива Саудовской Аравии. «Мы не уйдем и не оставим вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном. Соединенные Штаты намерены оставаться активным, вовлеченным партнером на Ближнем Востоке», подчеркнул президент США. Кроме того, Байден сообщил, что США будут снижать напряженность на Ближнем Востоке. По словам американского президента, страны региона и США интегрируют систему ПВО в целях устранения вероятных угроз с воздуха. В свою очередь, король Иордании Абдулла II в своем выступлении на саммите заявил, что безопасности и процветания на Ближнем Востоке невозможно достичь без создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.